Помнится, из внешних источников в прошлый раз мы говорили, я думаю, предлагалось почитать Розина. Кто-нибудь читал? Не читал. Трошки. Вот. И я не помню, что я от вас хотел. Прочтение Розина. Нет, там что-то речь шла о состоянии, современном состоянии методологии, тех формах, которые она может принимать. Вот. Я говорил о том, что критика методологии Розина в том же направлении, а вот что именно я формулировал в качестве вопроса, не помню. С этим у меня тоже большие сложности, потому что к последней концовка семинара закончилась дискуссией, когда, собственно, стоит это убрать, не стоит, чтобы мы не залипли на содержание. То есть, насколько я помню, базовая техника была рамочная ядерная конструкция. Методологии в рамках развития. Да. То, что это в рамках рамочно-ядерной конструкции освоения. А вот что именно? Ну вы там предлагали, собственно, из Розина что-то взять и рассмотреть там как рамочную ядерную конструкцию. И я тогда говорила, что как начнем, так и завязнем. Методологии развития, по-моему, У нас просто все закончилось тем, что мы так и не смогли рамочно-ядерно поиграться, насколько я помню, залипая на... Ну да, это я тоже помню. Все. Я, размышляя о том, что же делать дальше, думал, скорее как бы в своем направлении. То есть я думал, например, такую штуку взять. То есть те, кто слушали или были на лекции моей про будущее, наверное, помнят эту первую схему, которую я рисовал с координатами. Координаты истории, координаты социальности, координаты интеллекта. Эти координаты можно взять в качестве рамок, положив будущее в ядро. Ну и, скажем, на этом материале как-то обсудить. Но начнем давайте все-таки с методологии развития. По крайней мере, если два человека прочитали, еще некоторые по методологии много всего знают. Поэтому могут принять активное участие. Попробуем разобрать методологию в рамке развития. Леонид, Иван, готовы? Переказать могу. Розин. Возникло питання з пункту пропуску, до якої рамки буде переказ. Нет, переказывать не важно. Ну, остатні ж не ведають, а в чим кого. Хай его. Ну, я, конечно, могу попробовать, но тут, конечно, текст я прочел. Давайте не будем, давайте отложим. Давайте попробуем поработать вот со вторым предложением. Даже будущее оценивать из рамок координат, которые вы предложили, то есть в качестве ядра положить будущее. Ну, например, да. Вот скажем, уже на материале там той лекции. Да? Ну или вот я сейчас в своем фейсбуке выставляю лекции Попова и Кузнецова про будущее. Ну то есть, как у кого что болит, тут про то и говорит. Я сейчас нахожусь в размышлениях такого вот футурологического плана. Поэтому склонен об этом говорить больше. Вот. Поэтому можно было бы на это. Но
залипание в содержании. Это рассмотрение рамочно-ядерных? Ну, не только. Не только, потому что это вообще методологический подход, выросший из логики. Логика даже содержательно-генетическая. Это формальная дисциплина. Формально она разворачивается в формах понятий, суждений, схем, знаков, символов и так далее. Ну и, собственно, вот это вот умение отстроиться от содержания материала и двигаться в чистых формах является обязательным умением для методолога, ну и, соответственно, для магистра игры в том виде, в котором мы его здесь, в эту школу, помещаем. И я уже жаловался на то, что мой энтузиазм по поводу того, что мы с легкостью повторим подвиг первого АГТ, не оправдывается. Поэтому надо, наверное, двигаться медленно и по разделениям с какими-то очень простыми вещами, в которых мало содержания, чтобы оно не особо мешало. Наверное, для этого надо выбрать какие-нибудь наименее болезненные вещи. Но с другой стороны, тут упрощать нельзя. Совсем уж упрощать. Хотя. Давайте, может, просто попробовать и, может быть, бесщадно останавливать в случае, если кто-то замечает, что уходим в содержание, а не в досрочную работу, там, залипаем. Ладно. Так на чем вы пробовали? Владимир Владимирович, поставьте уже какую-нибудь задачу. Проблема. Тут легко сказать. Ставьте задачу. Да, мне легко сказать. Ну, давайте, ладно, разделим. Давайте так скажем. Предположим, у нас есть задача спроектировать стул. Можете себе представить такую задачу? Стул – дело простое. Но давайте спроектируем стул. Как бы в качестве задачи, надзадачи для нашей темы попробуем сгенерировать те рамки, в которых должно решать эту задачу, спроектировать стул. Тогда. Ну, просто стул традиционно философская фигня такая, да? Возьмем стул. Но поскольку мы методологи, а не натуралисты, да, мы берем стул как материал и продукт некой деятельности. Да? Ну, брать деятельность сидения жопой на стуле, наверное, не серьезно, это совсем просто. Да? Значит, что-то такое, чего требует интеллектуальных усилий со стулом. Ну, например, спроектировать. Вот я сюда кладу.
попробуйте сгенерировать необходимые рамки для этого ядра. Необходимые? Необходимые? Да. То есть вы хотите сказать, что для всякого ядра есть необходимые рамки? Да, хочу. Есть произвольные рамки, есть необходимые, без которых нельзя обойтись. Как вы рассуждаете про это? Первая мысль это зачем этот стул нужен? Это кто спросит себя так? Тому, кому дали задание проектировать стул. Кто дал задание? Это не важно, по-моему. Это уже другая штука. Он приходит к вам человек и говорит, а спроектируйте мне сайт. Ну вот. Ну вот. Зачем? Для чего? С какой целью? Вот вы когда спрашиваете, с какой целью, это вы кого спрашиваете? Ну да, это человек. Ну то есть рамки для проектирования сайта, соответственно, для проектирования стула может выставить самостоятельно тот, кто будет его проектировать. Но вообще-то лучше спросить у заказчика. Правильно. А чем отвечает заказчик после того, как говорит «здравствуйте» проектировщику? Он приходит и говорит, у меня для вас задание. На что проектировщик должен сказать, предъявите. Тот достает бумажку, и на нем написано «задание на проектирование». Оно может быть техническим заданием, может быть принципиальным и так далее. И в нем вообще-то должны быть выставлены рамки, если это задание. Лично задание делает уже непосредственно проектировщик. Задание обычно делает проектировщик. Заказчик вообще не способен. Вот сделать согласен. Вот, задачу. стой, сейчас, Подождите. ну, уже залипли, да, сейчас мы будем выяснять, кто делает задание. Нет, подождите. Заказчик озвучивает пожелания обычно. Но это не- Подождите. Итак, почему проектирование стула нам подходит в плане как простоты достаточной, так и сложности достаточной для разбирания рамочно-ядерных конструкций. Потому что проектирование стула – это не индивидуальная личная деятельность, это кооперативная деятельность. В ней участвуют уже на этом этапе нашего разговора как минимум фигура заказчика и фигура, собственно, исполнителя, проектировщика. Да? С этим согласны? Тогда, если вы с этим согласны, согласитесь ли вы с тем, что это извращение проектирования, если задание, техническое задание, пишет сам проектировщик? Точно. Касательно сайта точно. Не согласитесь? Почему? Я тоже не согласен. Потому что заказчик не обладает достаточной компетентностью, чтобы поставить грамотную задачу. Он может озвучить свои пожелания, не будучи компетентным в том, чем занимается проектировщик. Слушайте, вот и как мне к этому относиться? Тип задания рождается в процессе... Почему вы сразу взяли в Зачем качестве задание? заказчика идиота? Ну, да. А ну так Я мы обязательно не тебе идиот. задаю. Мы говорим не про идиота, мы говорим про человека, который не занимается проектированием стульев. Послушайте, это человек, которому нужен стул. Это потребитель стула, да. Но не значит, что он знает, как он Нет, делается. просто и как- и- Нужно прокомментировать. Просто у тебя описание вот пожеланий, а это же и есть тех заданий. Просто описание последовательно всего, что человеку нужно делать со Не стулом. тех заданий, но мы можем залипнуть в содержание. Ну теперь, как? Вот вы залипаете в содержание сразу. Ну, я же говорю, начали разбираться. Вот что Света говорит? У заказчика свой язык, Да. у проектировщика свой язык. Но носителем рамок является заказчик. Ну, правда, наверное, носителем некоторых рамок является и Не проектировщик знаю. тоже.
Я думаю, Например? что рамки выставляет и проектировщик, в которых заказчик формулирует, в том числе свои пожелания. Нет, задача. Нет. Ну тогда вы возьмите позиционную схему. Позиционную. А не ваш богатый жизненный опыт общения с идиотами. Позиционную. Задача. Сейчас, Николай. Мы берем простейшую позиционную схему. Есть проектировщик и есть заказчик. Да? Если это позиции, а не идиоты в позициях, что мы должны приписать проектировщику? Чем отличается проектировщик от заказчика? Ну, компетенция. Ну да, каким-то... Он знает, как сделать. Ну и вторая компетенция, умение считать, скажем, рамки с заказчиком. Нет. Это вот речь про человека уже. Чем отличается заказчик от проектировщика? Он знает, что ему надо. Он знает, что ему надо. Это позиционные Да, функции. неважно, на каком языке он Конечно. формулирует. Даже если он последний идиот. Или там невообразимый гений. Ну, понятно. Как вы живете в мире дебилов и этих идиотов? Приходит заказчик. Если вы берете на себя функцию знать, что за заказчиком, то вам заказчик не нужен. Как позиция. Вы сами умные. Да, как все белорусы. Все белорусы страшно умные. Ну, понятно. А нормальная деятельность заключается в том, что есть заказчик, который знает, что надо. И знает, есть проектировщик, который знает, как это сделать. И тогда, если проектировщик устанавливает техзадания, это извращение. Так не должно быть, так жить нельзя, коллеги. Это Иван меня спрашивает, как это философ из задумчивости переходит к практической категоричности? Вот так. Мир должен быть устроен вот так. Вот так. А тот мир, в котором проектировщик пишет техзадания, это извращенный мир. Я еще могу понять другую сферу. Когда приходит дурик, психолог, естественно, он приходит с жалобой, а не с сознанием того, как перестать быть дуриком. И там еще допустима такая штука, когда врач, ну, условно говоря, врач позиционно, как бы, да, психолог формулирует нечто подобное на задание, на лечение. Там я еще и могу это допустить, но мы сейчас разбираем другую ситуацию. С чем мы разбираемся дальше? Мы разбираемся с тем, откуда появляются рамки у проектирования стула. Конечно. Ну, вы говорите, что заказчик. Так еще не рамки. Опять же, Светлана очень правильно сказала. Заказчик знает что. В какой форме он это знает? В форме этих самых Пожелания. желаний. У него свой язык описания этих пожеланий. Мы люди, которые разбирают вообще, как должно быть устроено мышление и деятельность из взаимодействия разных позиций. Можем вывести необходимые рамки вот для того ядра, которое написано выше. Забудьте все, что вы знаете о людях. Помните только то, что вы знаете формально о деятельности. Пока у нас в деятельности только две позиции. По мере разворачивания деятельности вам понадобится больше позиций, но давайте хотя бы остановимся на двух. Вот две позиции,
И в этой деятельности, в этой коммуникации, мысли-деятельности, мысли-коммуникации, в чистом мышлении мы должны сработать. В чистое мышление переходя, мы выставляем рамки. Договариваемся в этих рамках, в необходимых рамках мысли-коммуникации. Есть очевидная рамка необходимая. Это время. Ну, временная. Ну, и пространственно-временная. Скорее ресурсная, если Ладно, обобщить. ну, почему я на первой всплываю? Ну, слушайте, потому что она всплыла первой. Да? Да. Хорошо. Давайте формально, по логике. Какая должна быть первая рамка? Взаимоотносины. Рамка для проектирования стула какие взаимоотносины? Ну, типа, Стула какого, ну, Типа деньги есть. ну, не, ну, типа, як устраивается, ну, зафиксование того, что ты заказчик знаешь, что Подождите, мы есть. выстраиваем рамки для проектирования стула. Мы сейчас восстанавливаем необходимые рамки. Рамки, если вы помните, да, это то, что сказывается про ядро. Это сказуемое. Про ядро. Может там цель или потребность быть рамкой? Ну, на нее. Первый вопрос, это все равно с какой стороны. Но зачем мы делаем стул? Да. Цель этого проектирования. Да. Должна быть целевая функция. Значит, если это так, я могу написать телеология. Рамка телеологии. Как только мы помещаем проектирование стула в рамку телеологии, мы знаем, что там обсуждать, что говорить. Что там может говориться? Этот стул нужен для того, чтобы не сидеть, посмотреть. Остановиться у него и вкручивать лампочку. Да. Или просто дизайнерский. Подождите. Выкручивание лампочек, для выкручивания лампочек нужна лестница. Или высоко. Или какое-нибудь такое устройство, да, как это, козлы, что там бывает, леса и так далее. Если вы используете в качестве козлов стулья, зачем вам проектировать стул? Традиция. Многофункциональность. Думайте, блин. Медленно и взвешенно. Если мы выстроили пока одну рамку телеологии, каковы назначения стула как стула? Не использование стула в иных, несвойственных, несобственных функциях, целях, а стула. Стул – это вам не хрен собачий. Стул – это стул. Не зря стулом назвали именно стул. Вы предлагаете сделать какое-то содержательное высказывание через эту рамку? Или Вот есть у нас рамка телеологии, значит, если у нас это только рамка телеологии, значит, весь набор целей стула нужно выложить, проектировать. Или обсудить с заказчиком, потому что не все цели стула, как стула в деятельности, заказчику могут быть нужны. Знаете, стул с дырочкой посередине? Здесь видите хоть один такой стул? Что стульчак называют. Поэтому как бы, заказчик вам может сказать: нет, ребенка на горшок мы на этом стуле сажать не будем. Цели вообще-то бывают у людей, да? Но рамка телеологии означает, что если вы разговариваете с заказчиком, значит, цели реифицируются. Цели у заказчика, они реифицируются и становятся функциями, назначениями стула, который ему нужен.
которые мы забьем в тех заданиях. Да? Да. Ну, и функция цели. Еще может быть какой-то вот контекст, да, то есть может быть этот стул под мебель должен подходить или вписываться там куда-то. Телеология тут при чем? Это уже следующая Это рамка. другая рамка, да. Или мы Это другая рамка. Давайте хотя бы в этой рамке поймем, чего можно сказывать про проектирование стула. В конечном итоге про стул в рамке телеологии. Мы можем сказать, что предполагая, что у нас заказчик не дурак, значит мы предполагаем, что он категории использует правильно. Ну, к примеру, категорию стула. Он не попросил ни табуретку, ни кресло, ни качалку, ни стульчак, а именно назвал стул. То есть изначально мы можем сказать, значит, это стул не на кухню, скажем так. Ну, Чего вы взяли, что не на кухню? То есть про Если он результат, хотел да, бы другими на словами, кухне, хочется, он чтобы сказал, не на результат табурет. назывались. Я, ну, как И бы, не барный стул. Вот смотрите, Владимир как вы Владимирович. можете... Да. можете Какой объяснить, вопрос чего вы задаете? добиваетесь, да? Чтобы Я сделать добиваюсь- высказывание или что? Чтобы вы мыслили, блин, добиваюсь я. Работали с рамочно-ядерными конструкциями, использовали рамку как рамку, ядро как ядро. Так, как делаю я. Апофатически. При этом, блин, наверное, глупо, что я вас спрашиваю. Наверное, вы должны меня спрашивать. Непонятно, о чем вы спрашиваете, а как это самое. Вы просите сделать высказывание, стул нужен для того, чтобы... Слушай, почему мне понятно, а вам непонятно? Потому что, Ну, так Я формулируется. никогда в жизни не проектировал стулья так же, как и вы. Я не понимаю ваш вопрос, а Мне не нужно про проектирование спрашивать студии. проектирование. Мой вопрос состоит в следующем. Нам надо сюда положить содержательное высказывание в рамки телеологии. В ядре у нас Понятно, проектирование на стуле- стула, а есть рамка телеологии. Нам нужен стул, чтобы на Телеология нем что сидеть. такое? Достаточно этого Это высказывания? мыслекоммуникация, чистое мышление, мыследеятельность про целей. Ну, Я вам уже 3-й раз повторяю. Нам нужен стул, чтобы на нем сидеть. Этого достаточно? Нет. Почему? Это не цель? Вот смотрите, особенно когда вы как бы умные проектировщики. Как только вам назвали слово «стул», слово, имя такое для класса объектов, да, у вас возникает парадигма. То есть набор стульев, мыслимых и немыслимых, существующих у всех племен и народов во все тысячелетия существования человечества. Стулья бывают барные, стулья бывают, там, не знаю, Со спинкой, без спинки, жесткие и мягкие. Ну, жесткие, мягкие, ортопедические. Ну, и что? Бывают еще даже троны. Это тоже стул, блин. Унитаз это тоже стул, там, и так далее. У вас должна быть парадигма. Парадигма, то есть все мыслимые стулья в истории человечества у вас должны быть перед глазами. Что тут сложно? ничего. Они у меня перед глазами. А что вы хотите, чтобы я вам сказала? Не, я Как вы можете проверить, Подожди, есть Таня, они у меня перед глазами или нет? Я не понимаю сейчас Мне не кажется, про это самое, а про Маскевич говорит коммуникацию. про ошибку, которую там допускается вот в таком роде коммуникации, да, то есть ошибка состоит в следующем, да, Я что... начинаю беситься. Подождите, не беситесь, я сейчас интерпретирую, а потом вы будете беситься. То есть то, что из парадигмы, да, изначально уже какая-то вынимается определенная часть. То есть как бы унитазы откидываются, а там троны оставляются. Да? Это потом. И что? И Мацкевич как бы говорит про то, что если мы там мыслим про деятельность проектирования в рамках телеологии, Ну. мы не должны совершать этой ошибки. Да? То есть наоборот, не то, что вот все разнообразие, оно как бы возникает сразу, да, без усилий. А для этого нужно сделать усилия определенные мыслительные, чтобы это все разнообразие восстановить, не отсекать что-то изначально. Понимаешь? Мы сейчас с какой позиции это все рассуждаем? С позиции проектировщика или заказчика? Или вообще, как у доски, формальная схема работаем? Нет, я понимаю, что так формальная схема. Да, то Ну, есть- так, тогда какой мы следующий шаг должны формально сделать?
То есть как сгенерировать высказывание заказчика, Да. чтобы нам надо было работать? Или Или что? Какого хрена вы будете генерировать высказывание заказчика, если мы как бы имеем две позиции? Позиция проектировщика, позиция заказчика. Заказчик знает чего-то, но как собака сказать не может. Спросите, вы можете у заказчика? У вас есть рамка телеологии. Пришел человек и говорит, сделай мне стул. Пока все, что у вас есть рамка телеологии. а вы ожидаете, что мы играем роль проектировщика? в этом? Я ожидаю, чтобы вы формулировали про вот это подлежащее. Хоть какое-нибудь осмысленное в этой рамке сказуемое. Из, Хоть какое-нибудь. из чьей позиции? Блин, ну, мне по барабану. По большому счету. Ну, так Вот позиции у нас две. И как бы, а мышление, рамки существуют в мышлении. Что такое мышление? Мышление это не ум проектировщика и не ум и не дебильность заказчика. Мышление это то, что происходит в схеме мыследеятельности, когда один умеет лепить, из дерева или из металла стулья, другой любит на них сидеть в компании друзей. Этот знает методы, техники там и так далее. Этот тоже как бы знает какую-то хрень. И вот это мышление, вот это вот, и в этом пространстве существует такая хрень, как рамка и ядро. С ними надо работать. Магистр игры, в методологии там, или еще в какой-нибудь нормальной деятельности работает формально и тупо. И всякий раз точно. Нет, так Кто у нас заказчик, а кто проектировщик? Какая вам разница? Так от кого ждать высказывания содержательного сейчас? Слушай, ну без разницы, хорошо. Вот смотри, есть ядро, есть рамка. Да. Высказывания бывают вопросительные, утвердительные, повелительные. Да? Вообще куча модальностей бывает. Любое высказывание можно предложить. Но и у нас для этого есть только рамка и ядро. Одна рамка и одно ядро. В ядре пока нет ни одного суждения, которое туда можно положить. Ни вопроса, ни утверждения, ни повеления, ни этого перформатива. Вот как бы Водолазская положила. Единственное предназначение стульев состоит в том, чтобы на них сидеть. Можно спросить, с какого материала? Без Про материал можно как бы, спросить. категорично и формально, и как бы. В телеологической рамке там будет лежать высказывание, что мы проектируем стул, на котором будет сидеть некто, ну, в смысле, некто конкретный, где-то в конкретном этом самом. То есть формально это все, что, ну, примерно все, что про это можно сказать. А наполнение зависит от того уже, собственно, что происходит. Вы про это? Стул, да, как-то употребляется. Ну да. Вот все Кто-то формы почему-то его употребления, употребляет. предназначения, Другой вопрос. функции стула надо обсудить. Да, наверное, я на Водолазку не зря наехал. Я действительно сказала высказывание глупое предельно, да, но в этой рамке и в это ядро. Вполне допустимое. Да. И глупость. Наверное, я разозлился на глупость, чего нельзя было. Глупость ваша состоит не из как бы несоответствия ядра и Да, согласен. рамки, а из каких-то других Согласен. оснований. Но высказывание глупое, Из этой рамки Да. нет. глупое. Почему? Потому что на стульях не только сидят. Оно недостаточное, Ну, но не глупое. да. Давайте вопрос туда еще Оно в положим. рамке, да, Ну, я в согласен. И глупое высказывание. В рамках рамочные высказывания тоже могут быть глупыми. Что нам сейчас нужно сделать? Что сейчас? Умное предложение. Нам надо спросить у заказчика, как будет использоваться стул. Для чего? Для кого стул? Да, значит, нужно с заказчиком поговорить о целях заказчика, трансформировать их в функции назначения стула и записать в тех заданиях. Да? И тогда это будет точно содержание ядра в этой рамке. Все рамки, которые мы можем, и все тех задания мы сформулируем. Нет. Давайте следующую рамку тогда. Ну вот я как бы предложил еще рамку контекста. Да? То есть, куда этот
стул будет вписан, да, то есть чтобы он там, не знаю, помещался по размерам в тот уголочек, подходил по цвету там к мебели окружающей, то есть, ну, контекст. То есть в каком контексте. Хорошо, я даже запишу это. Хотя, значит, ты хочешь сказать, что это в телеологию не входит? Ну, нет. Отлично. Тогда если я скажу, что пространственно-временная структура или обстоятельства места, Ну да, да. времени и образа действия Да, стула. да. А? Отлично. Что туда попадает? Ну, такие вопросы, как где он будет использоваться, этот стул, как долго, там, Где, когда, Да. срок службы, да, всякие такие штуки. И тогда стул на свежем воздухе – это одно дело, стул в баре, где дерутся стульями – другое дело, стул в студенческой аудитории – третье. Все? Эстетика. Красота. Да. Функциональность. Это точно не входит ни сюда, ни сюда, да? Эстетика. То есть что заказчик считает красивым, ну, то есть по идее. Стиль, эстетика. культурная традиция. Скорее по культуру, наверное, да? По-разному. По-разному может быть. Ну, она может ходить в телеологию. она тоже эстетика. Телеологию, красота. Но если это стул для какого-то, не знаю, заведения Нет, определенного нет, стиля. теперь смотрите, какая штука. В телеологию это вряд ли напрямую может входить. Да? Это только если как бы, ну, безразмерно расширять эту рамку. Ну, я прихожу к заказчику, говорю, что мне необходим стул в бар, оформленный там в стиле Америки сухого закона, например. Да? Это же телеология. Ну, это означает как минимум сочетание двух рамок. Да? Все уже тут это. Пространственно-временной структуры и эстетики. Потому что и в этом самом стиле Дикого Запада там были разные штуки. Что еще? Ресурсы. Ресурсное ограничение. Сколько, Ну да. сколько чего можно потратить. Когда он, заказ должен быть готов, когда? Завтра, там, не знаю, через Классическое там быстро. Если я грубо обозначу, качественно. ресурсно. экономика. Да. Экономика стула. Ресурсно. Материальное. Материальное обеспечение. Что еще? Дополнительное желание заказчика. И другое. Разное. Да, разные. Нет, давайте. Пожелания они наверное, В неравенстве. Отлично. Тогда скажите, пожалуйста, если мы рассматриваем один стул, единственный, который нужен заказчику, художественное произведение, это одно. Если мы проектируем стул, делаем проект стула, который потом будет запущен в производство, да? Ну, собственно, проектирование и возникает. Это же не художественный заказ. То есть для производства. ну, то есть Технологии. в каком виде предъявить результат проектирования вы имеете в виду? Вы вспоминайте, что вы знаете про производство. Нет, он должен быть технологичным. Оно входит в тех задания все еще. Он должен быть технологичным. Доступность материала. Он должен содержать свинец. А это в экономику не входит то, про что вы еще? Безопасность. В экономику это не входит то, про что вы Ну, еще например, говорите? безопасность, пожароустойчивость, там, негорючесть, ломкость и так далее. Как бы есть отдельная рамка, и ее не допустят, отдельная рамка, отдельные условия в тех заданиях, да, и в этом смысле рамочные вещи. Потому что вам придется сдавать этот стул в производство, а он будет проходить соответствующую экспертизу. Стандарты действующие.
Ну, например, технологические стандарты. Да. Я еще, вот, знаете, вот сейчас, вот, может, это, конечно, все и в экономику входит, да, вот. Нет, в экономику это не входит. Не, я вот хочу сказать какую штуку, да, вот, когда покупаешь там телевизор, например, да, или что-то, то есть там такой вкладыш лежит, там, про утилизацию, там, обращайтесь, там, согласно местному законодательству, да, то есть, что с этим стулом будет, когда он выполнит свою функцию, то есть, как он будет умирать, там, утилизироваться, там, не знаю, да? Жизненный цикл стула. Ну да, да, жизненный цикл, который включает не только производство, там, его проектирование, но и утилизацию. Это экология. А экология у нас где? Вот экология я написал. Ну, еще одна. Дополнительная рамка. У нас уже 6 рамок при проектировании стула. А там что, слава богу. Безопасность. Безопасность. Потому что если принять версию Ивана про это, когда я говорю, да, про горючесть там, и так далее, то стандарты становятся очень формальной штукой. И многие проектировщики становятся долдонами, исходя из того, что принимают рамочные стандарты. Стандарты, да, они как бы существуют. Но вообще говоря, нормальный проектировщик работает не со стандартами как таковыми, а с рамками, которые в стандарты упакованы. Тогда, если вы говорите о технологическом производстве, тогда еще и законодательство. И в этом смысле стандарт. А я что-то не понял вашу мысль. Что вы хотели сказать? Проектировщик думает о безопасности как бы, людей, а не о том, что предписано... Чтобы по нормам просто совпадало. Просто эти вещи упакованы, как правило, в современные стандарты, потому что современные стандартизаторы, они уже не заказчика, а проектировщика считают дебилом. Да? И специально для дебила устанавливают стандарт. Слушайте, а я думал, что это как бы для того и нужны стандарты, да, чтобы проектировщик как бы мог не думать каждый раз вот про этим самым. То есть ты можешь свериться там, с этим стандартом, да, то есть если оно проходит, то это уже автоматически и обозначает, что он будет там безопасен. А если не подходит, то, значит, надо там что-то мозжки потолще сделать. Согласен. Чтобы не думать, согласен. Но тогда ты забываешь еще про одну рамку, если это проектировщик. Да? Рамку, я не знаю, уже тут рамок появилась. Творчество. Можно, конечно, про это забыть. И лепить, как это называется, типовые проекты. Да? Собственно, дебилы, которых набирают сейчас проектировщики, в дизайнеры, они так и поступают. Ну да. Мне кажется, творчество и стандарты не совместные вещи. Творчество и стандарты не совместные вещи. Да, это разные рамки, конечно. Например, если есть стандарт там, экологической безопасности, то глупо представлять себе, что проектировщик должен протестировать, там, ну, то есть знать, насколько там хорошо химию, я не знаю, биологию и так далее, чтобы на одном отдельном стуле проводить тестировку на животных, людях и так далее. Да, он пользуется стандартами. Ну, там, свинца не больше 1 грамма на 5 этих самых, так что, ну, в общем, это никак творчеству не мешает. Ну, нет, ну я согласен, я же поэтому и говорю, это разные рамки. Творчество есть одна рамка, то есть когда проектировщик хочет какую-то свою идею, мысль, там еще что-то вложить в стул, добиться там эстетических каких-то этих самых характеристик и так далее, и он ограничен другой рамкой в этом месте, да, стандарты безопасности, стандарты экологии. Там еще чего. То есть они могут конфликтовать, вы хотите сказать, да? То есть там Я не знаю. Я знаю, что как бы эти рамки все должны быть выставлены. Когда они выставлены, после этого мы можем спокойно, с чистой совестью начинать проектировать. Но, опять же, они должны быть рамками, а не чем-то другим. Ну, например, не предписанием. Потому что стандарты, они вообще-то построены как запреты и предписания.
Почему и стоит раскладывать стандарты на составляющие рамки? Да? Ну, та же безопасность. И, кстати, они тестируются, не просто там написано, да, они тестируются. Вот, Да, вот тут, кстати, есть не больше 110 килограмм. Ну, с весом, да, можно протестировать. Да, и более с сложные. весом, с устойчивостью, там и с другими какими-то вещами, с остротой, например, там, краев, выступающими гвоздями или еще какой-нибудь фигней. Да? И это определяется всем вот этим набором рамок, потому что в телеологической рамке может оказаться, что этот стул должен, как бы, может попасть в детскую комнату. Это накладывает дополнительные требования, в том числе и как бы, уже педагогические, там, например, или там еще гигиенические. Поэтому в безопасность там, гигиена входит, вот эти вот штуки там входят там, и так далее. Потом есть еще дополнительные рамки, которые тоже можно оговаривать. Ну, например, там, все, что связано с инвалидами. Доступность, там, легкость передвижений. Вот у нас в ядре лежит проектирование стула. Да. То есть не стул, а проектирование. И тогда, наверное, тут должны быть еще какие-то рамки, собственно, для деятельности проектирования. Ну, вот я говорила про законодательство, да, так или иначе, наверное, это должно быть рамкой. Возможно, еще рамкой может быть там, ну не знаю, эти отношения между, ну там, порядок или характер отношений между заказчиком и подрядчиком. Ну, да. Например, можно оговаривать в данном случае, но это уже не совсем рамки. Это уже технологический процесс. Ну, скажем, степень готовности. Мне достаточно рисунка, или вы мне сделаете опытный образец. Ну и так далее. А что бы законодательство ты имела в виду? Ну, например, если это деятельность проектирования, да, то она должна, например, там, как бы соответствовать там, законодательству той страны, в которой это, да, например, там сертифицировано, или там, ну, те же там технологии применяемые должны быть это самое. У производителя, у этого проектировщика должен быть, например, в соответствии с законодательством сертификат, там, ну, я не знаю, или не должно быть сертификата. Ну, то есть, как бы это, в общем, тоже задает там некие рамки самого проектирования. Да. Ну, как бы задает, но в данном случае они задаются скорее на ценз вхождения в позиции. Ну и в том числе на ну, как бы, саму деятельность. Да? Допустим, ну, наверняка там деятельность проектирования должна проходить в соответствии с законодательством определенный этап. Ну, как домик там, да, проектировали нам. И это как бы рамки не наших отношений с там, подрядчиком, заказчиком, а внешние рамки законодательства, в которых мы знаем, что мы должны сделать этот проект и утвердить его у каких-то там странных людей, еще один утвердить, там, ну и так далее. И там вступают другие, другие позиции, которые, в общем, не связаны. Эти позиции мы можем учитывать, но тогда у нас разрастется позиционная штука, да? Потому что держателями целого ряда рамок, рамки крепятся на определенных деятельностных позициях. Да? Вот опять, вот этот баланс простоты и сложности, чтобы соблюсти, да, тут... Законодательство вычеркиваем. Нет, ну не вычеркиваем, я просто говорю, я переношу эту штуку, потому что, понимаешь, когда заказчик приходит к специалисту, да, он от него может потребовать подтверждения сертификата на его, ну, на то, что он может оказывать такую услугу. Да? И в этот сертификат входит подтверждение того, что этот козел знает все вот эти вот штуки, они как бы в сертификате упакованы. Ему государство дало право проектировать студию. А значит, он знает, куда чего совать и так далее. И любая деятельность разрастается, конечно же. Что ее, Роман? Я говорю, что это уже не совсем про проектирование. Да. Выход за ядро. Выход за ядро. Тут вот баланс приходится соблюдать сложности и простоты, потому что деятельность сама по себе чрезвычайно сложная штука. Но чтобы понимать, нам надо какие-то вещи на простых вещах отрабатывать. Но тогда смотрите, если мы нагородили уже
Сколько? 7 рамок. Можем еще, наверное, что-то не учли, что-то придумать и так далее. Что означает как бы, вот, рамочное говорение? Рамочное говорение означает, что буквально там по фразе, по абзацу максимум, да, попадает в содержание вот всего вот этого, да, из разных рамок. Но условием пропускания содержания в ядро выступает рамка, да? А рамка предполагает парадигму. Парадигму, то есть все то, что может быть в этой рамке. И так далее. Открываете статью в энциклопедии «Стул», и про него вся парадигма там должна излагаться. Что есть стулья, какие они бывают, там, и так далее, и так далее. Так же, как в этом парадигма в языкознании. Слово, а дальше все формы этого слова там, в языке, все его связи там, и так далее, и так далее. Что-то понятно из этого? Скажите, а что тут сложно? Да не сказать, что прям вот что-то сложное, но просто когда не раскладываешь, наверное, по рамкам, то тогда можешь не думать об этом, просто это делать, не думать, как оно происходит. Вот мне тоже кажется, что ничего сложного в этом нет, кроме одной маленькой детальки. Осознанность. Доведение этого до автоматизма. Это надо довести до автоматизма. Количество рамок, оно, в принципе, ограничено, потому что если как бы взять любое ядро, любое практически, то есть там процентов 50 или больше будет повторяться рамок. Нет? Количество рамок ограничено несколькими вещами. Количество рамок ограничено культурой, количество рамок ограничено скажем, быстродействием и пропускной способностью систем человеческих. И количество рамок ограничено творчеством и развитием. А ядро? И ядром не ограничено количество рамок? Ядро определяет. Ну, не знаю. Вот ядром, наверное, тоже как бы содержание ядра. Да? Если мы имеем дело с наполненным ядром. Вот теперь представьте себе обратную ситуацию совершенно. Вот что мы делали с вами сейчас? Мы взяли, номинировали ядро, ничего про него не говорили. Да? Мы начали как-то генерировать, номинировали ядро и начали генерировать рамки, из которых ядро можно наполнить содержанием. Возьмем обратную ситуацию. У нас есть техзадание. Уже готовое техзадание на проектирование стула. Да? И вот оно попадает к нам, и мы читаем, чтобы разобраться, хорошее техзадание или плохое. И тут нам придется как бы читать его, вспоминая рамки, которые необходимы. Мы уже их не генерируем, а читаем, говорим, ага, это из такой рамки, это из такой рамки, это из такой рамки. Совсем другая ситуация, да? Света, когда ты читаешь простой текст на русской или белорусской мове, ты произносишь слова вслух? Нет. Мы, ла, ра, ну. Автоматизм, да? А почему ты этого не делаешь? А ведь было время, когда именно так ты это делала, да? Так вот, с рамками, с рамочно-ядерными конструкциями, это очень простая вещь.
Но как бы вот пока вы не проделаете вот такого вот типа дурной работы, мама мыла телеологическую рамку, вы не достигнете автоматизма. А автоматизм нужен, чтобы экономить время, но без потери смысла и содержания. Ну, понятно, що треба для автоматизму робити, але це отримується, коли працюєш, наприклад, з читанням, ну, в 2 рази складніші задачі. Тому що, окрім того, що ти, коли отримуєш інформацію, неважно, ти читаєш чи слухаєш, ти її повинен, ну, отримувати так, що розказується, і, ну, паралельний процес, це якби з яких рамок. Тобто ти повинен розкладуватися, туди скакати. Чим звіст і з яких рамок. Тобто одну і ту ж інформацію пропускать через 2 таких типа алгоритма. Да. Ну и вот смотрите, основные, скажем так, хибы, да, как бы сказать, глюки, баги коммуникации человеческой состоят в следующем, что, скажем, мы забыли про какую-то рамочную конструкцию, да, про несколько рамок, и слышим высказывание про это. Что с нами происходит? Мы считаем это глупым, неуместным. Или наоборот, когда мы разговариваем в какой-нибудь рамке, а вдруг звучит высказывание в очень зауженной рамке. Да? Очень зауженной. Ну, что я разозлился на Татьяну, когда, что вот это, на чем сидят. Вообще, если мы говорим, у нас на тот момент была только рамка телеологии, страшно широкая рамка. Мне захотелось просто взять стул и по голове ей стукнуть. Или, например, как это вот, знаете, тонет. Что такое тонет? Я не знаю, что Я не знаю. Это фабрика такая, которая производила венские стулья. Венский стул, знаете, что такое? Плетеный такой, да? Ну, не совсем. Он не плетен, он сбит. Но он сбивается из гнутых деревянных конструкций. Да? И братья Тонет изобрели технологию, при которой дерево разогревается паром, да, в этом смысле пропитывается парами воздуха в горячем состоянии, да, его можно гнуть, и при остывании оно сохраняет форму выгнутую. С одной стороны, он не ломается, будучи размягченным, а потом как бы сохраняет форму. И из вот этой гнутой фигни, не ротанга там какого-то восточного и так далее, из одной нормальной как бы среднеевропейской древесины, они стали делать эти стулья. Эти стулья вписались в демократические популистские процессы, которые шли тогда в столицах этих самых европейских государств. Ну, например, уличное кафе. Уличные кафе – это либо средневековые лавки, но они вписываются в определенного рода эти самые, взаимодействия людей с едой. Под лавками псы, которыми объедки кидают и так далее. Да? А тут вроде как Париж, 70-е годы или Вена, 60-е годы 19 века. Уже не принято кидать объедки под стол и так далее. Да? Поэтому они изобретают стулья. Стулья как изящной воздушной конструкции. Потому что, чтобы нормальному человеку 100 килограмм прийти в кафе, там, и двигать, особо никто не смотрит на этих вещах. Да, как бы, стулья на тот момент, они были громоздкие. А официанту нужно их убирать и так далее. Да? То есть они произвели вообще революцию в общепите, стулья Тонет. Да? Кроме того, они произвели революцию еще там в целом ряде вещей. Да? Они, оказалось, выдерживают это самое, большую нагрузку. На них можно подниматься и речи произносить. Ну ладно речи, а эти самые богема, которая таскалась по этим парижским и венским кафе, они там читали друг другу стихи там, и так далее. Там организовывалась совершенно какая-то такая социальная жизнь. И стулья Тонет были одним из героев вот этого вот как бы изменения общественного поведения.
Ну, это не проектируется. А? Это Не, естественно, что братья Тонет не проектировали эту самую публичную клубную революцию в кафе. Они что делали? Они как бы изящную конструкцию, эстетичную, экономичную, да? Ну, про экологию тогда не думали, да? Экономичную, технологичную конструкцию стульев. И когда они пошли в народ, блин, это охватило, это был один из первых продуктов массового дизайна. И он стал настолько популярен, что до сих пор поезжайте в любую заброшенную белорусскую деревню, на чердаке или в подвале вы найдете остатки венских стульев. Иногда они уже сколочены гвоздями, эти самые, вместо плетеных сидений там доски прибиты. Вот как мы когда в Подкостелок ездили на АГТшный выезд, я специально там нафотографировал остатков этих венских стульев, доставшихся Войцеховичу с Запольского часа. Так, а что, это похоже, это про что вы сейчас? Это вы про ядро, да? Ну да. Просто коли вже отступлення, так я не зрозумів, чому так категорично, що це не проєктується? Конечно, не проектуется. Потому что это не этот самый, это не проектируемый эффект. Что на них станут и будут читать. То, что революция в общепите и демократические процессы, войти в публичная техзадание. культура Ну, не понятно, могут войти что в тех заданий. Тонеты это не закладывали, но там, в принципе, это ж могло быть. Да, лес Это рубят, очень черт сложный чистят. вопрос, могло бы быть это или не могло быть. Теперь смотрите. Можно ли сделать это предсказуемо? Средовые эффекты? Нет. Вот смотрите, я рассказал про историю с венскими стульями, да, у которых было много эффектов. Венские стулья изучаются теперь на курсах дизайна. Ну, не знаю, изучаются ли теперь, но было время, когда история венских стульев изучалась на дизайнерских курсах при подготовке дизайнера. Вот дизайнеры это усвоили. Теперь они говорят: о, блин, как интересно. Мы хотим таких же эффектов достигать. Могут себе такое позволить? Таких, Говорить могут. таких же, А таких делать? же. Таких же не могут. Эффекты достигнуты. А Баухаус слышали? О ком? Нет, ну как бы, Баухаус. если телеология как бы проектирования этого стула состоит не в том, чтобы спроектировать стул для определенной ширины попы и как бы определенного места, а изменить, не знаю, Мир? культуру питания, да, или как бы мир, или еще чего-нибудь. Ну, как вы сказали в ответ на Оксанину идеологию, то это не проектирование стула. Это проектирование изменений социальных. Через стул. Это вы сказали. Я это подхватываю. Да? И тогда вынужден рассказать про Баухаус, Унорис, Гастевский институт и многие другие вещи. Ну, отлично. Ну, просто ядром у Нобиса будет не проектирование стула. Да. Стул это... Если бы мы жили во времена Унориса и Баухауса, да, я бы даже с тобой согласился. Хотя они всегда номинировали то, что они делают, примерно таким же образом. Но они начинали переосмыслять. А? Нет. Вот скажите, про революцию, которую сделали венские стулья, вы поняли, что я сказал? А? Которая случилась благодаря венским стульям. Не факт, что благодаря. Ну да, они Вместе с вместе с венскими стульями, они туда вписались. Да? Но люди, занимавшиеся проектированием мебели, вещей быта, да, изучая вот это явление, ну, первой ласточкой которого, как все осознали, когда все это осознали, были вот эти братья Тонет и их технологии. Люди сказали: мы тоже хотим. Мы тоже хотим. И тогда они говорят: стул, это вам не абы что. Да? Все спрашивают: а что значит не абы что? Он говорит: стул – это элемент человеческой деятельности, жизни, поведения. А что это значит? А это значит, что вот те дизайнеры,
которые объединились в Браухаус в Берлине или Луновис в Витебске в начале 20-х, 10-х еще годов, они сделали первый шаг от натурализма к деятельностному подходу. Лучше всего, наверное, это сформулировал в своем знаменитом меме Ле Корбюзье, который уже не на проектировании мебели это делал, а на проектировании жилья. Да, жилья. Он сказал, дом — это вам не стены, потолки и эти самые полы, и даже не канализация. Дом — это машина для жилья. Что это значит, спрашивают у Ле Корбюзье? Он говорит, а значит, проектирование дома должно пониматься нами как проектирование жизни людей. Отлично. Тогда, параллельно с этим, когда возникает Баухаус там и прочая такая штука, да, происходит массовое производство автомобилей. Форд изобретает конвейер, а там эти самые братья Райт самолет, и начинают делать вот такие штуки, машины. Да? Но ясно, что автомобиль и самолет это не машина для жилья. Ле Корбюзье чуть позже сформулировал это таким образом, а те проектируют машины, автомобили и эти самые. А что они проектируют? Личный образ жизни. Они проектируют пока очень сложную штуку. Да? Они понимают, что они проектируют тоже человеческую деятельность. А автомобиль и самолет – это всего лишь приспособление для человеческой деятельности. Но, понимая это, они вступили в область абсолютно деятельностных дисциплин. Эргономики, инженерно-психологического проектирования и так далее. Вот отлично, смотрите. Тогда если Сменили объект. Вот. Да? И тогда, если, например, мы... Мир изменился, онтология изменилась. Да. И если мы этот смененный объект, уже не проектирование стула, да, а проектирование вот того, чего вы говорите, будем рассматривать в качестве ядра, то и рамки будут другие. Ну, как минимум добавится ряд рамок, которые вот здесь вот отсутствуют. Подожди, ну вот смотри, мы взяли опять простота и сложность, да? Ну, я просто хочу... Вот даже на простоте, на проектировании стула, просто стула, не заморачивающегося дизайнера, да, уже выползают рамки, которые выводят нас на другую штуку. Да. А потом, как только мы выходим на другой объект, рамки будут другие. Конечно. Вот тогда объект на докладе. А вот этих рамок достаточно для проектирования стула. На котором сидят. А? На котором сидят. Они делают революции, простите. Нет, ну может и произойдет революция, Может, я не знаю. произойдут. Но это не проектируется так. Они проектируются, А конечно. если вы хотите проектировать революции, почему мы и начали с этой реплики Оксаниной? Двигаться в другом направлении. Но тогда ядро должно быть другое. А меня когда-то, как только вы приступили к обсуждению рамочно-ядерных конструкций, да, меня вдруг спрашивали, а что первично, грубо говоря, рамка или ядро? Я говорю, нету этого. Вот мы начали с номинированного ядра и задачи по выставлению необходимых рамок. Необходимых рамок. И вы со мной спорите? Я не спорю, я объясняю азы, вожу пальчиком, говорю, мама мыла раму. Не для того, чтобы вы раму мыли, а для того, чтобы вы читать бегло научились. И с рамочно-ядерными конструкциями работать со всех сторон. Итак, мы начали с номинирования ядра и генерирования необходимых рамок. Можно иметь не номинированное ядро, а наполненное содержанием ядро. И тогда задача другая. Надо разгребать это содержание, его критиковать. Каким образом? Таким, что каждый элемент содержания надо рассмотреть в адекватной ему рамке. Иначе глупости будут. И когда вы достигнете автоматизма в этих вещах, вы будете непревзойденными
мастерами организации любой деятельности и коммуникации. Можно вопрос? Да. Если у нас, как вы сказали, второй вариант, когда у нас наполненная игра, то тогда у нас может, ну, например, стоять задача проектирования там, стула или чего-нибудь еще, а по наполненному, ну, как бы по наполненному ядру может оказаться, что это не проектирование стула, а проектирование революции. Может. Но теперь смотрите, еще раз, сюда. Вот из этих рамок, да, ничего этого не следует. Здесь проектируется стул. И эти рамки являются необходимыми для проектирования стула. Это из наполнения может следовать. Отлично. Вот теперь с венским стулом, это же совсем другая ситуация. Мы наполнили стул всякого рода причиндалами. Скажите, пожалуйста, а в какой рамке это осмысленно? Вот скажите, вот я вам наврал про революцию, которую сделали братья Тоннет в общепите. Это что, является общераспространенным убеждением? Нет, оказывается, как бы, наверное, да, что теперь вообще не изучают больше проверские студии ни хрена. Поэтому люди даже не знают про это. А когда слышат мем Ле Корбюзье про то, что жилье это машина, дом это машина для жилья, это же банально, да? Ну, про это думать станет. Все вот так вот и погребается. Скажите, пожалуйста, какой рамки не хватает вот здесь, в этой нашей конструкции, чтобы перейти к проектированию стула как элемента социальных изменений? Рамки практики. Ну, почти. Но я бы сказал так. Рамки Это уже как бы, да, история стула. Нужно рассмотреть стул в исторической перспективе и сравнить, на чем сидели средневековые рыцари, да, и на чем мы сегодня сидим. Когда еще не было компьютеров, а в ходу были пишущие машинки. Кто-нибудь работал на пишущей машинке? У меня даже был этот сертификат. Диплом. Диплом. Нет, ну ты работала на ней? Ну, работать нет, я Училась стучать. Училась стучать, Вот да. представь себе Имела там работу какую-то... машинистки, которая 8 часов в день сидит и стучит. Это я могу представить. Можешь Да. представить? А что болит у человека, когда он работает 8 Здесь часов в вот день? болит у Не человека. только? Ягодицы. Не, ну А? много чего. А спина, а шея. Я на хорошем месте. Вообще страшно травматическая профессия у машинисток была. Да. Конечно. Да. И вот эти самые, как врачи называются, которые шкелетами занимаются? Ортопеды или это остеохондрологи, я не знаю, да? Вот совокупная команда врачей, дизайнеров, да, шкелетов, дизайнеров там, и так далее, да, они, в общем, пытались облегчить жизнь машинистам. И они такие изобрели стул. Не стул, а седло такое для машиниста, с соблюдением там кучи всяких прибамбасов. Оно выглядело очень забавно. Значит, во-первых, вот как это, стул должен иметь точки опоры. Стул – это плоскость, поднятая над поверхностью пола, да, на расстоянии коленопреклоненного зада, и какая-то еще опора для других частей тела, которые болтаются над точкой опоры. Эти дошли до того, что нужна еще одна точка опоры, а именно для ног, с тем, чтобы позвоночник не застревал в одном и том же положении на протяжении 8 часов или те самые отклонения, которые ну, как это, не связаны с работой мышц, устойчивостью и так далее, да, откинутая спинка и прочее. А чтобы как бы, кости таза были задействованы, перераспределялась нагрузка и так далее. Они придумали опору для
подколенников и этих самых. Да. То есть они распределяли согбенно коленопреклоненное тело машинистки, распределяли нагрузки таким образом, чтобы позвоночник с руками находился постоянно в динамическом равновесии и совершал разные телодвижения. И стул был очень классный такой, говорят, что машинистки на нем не уставали и прочее, но потом вышла из употребления эта деятельность. И, в общем, про стулья эти забыли. Сейчас компьютер, наверное, то же самое. Есть же такие, правда, их пробуют продавать за пару тысяч долларов. Ну так они уже никому особо не нужны, потому что нет. Айтишники зараз еще У айтишников другая ситуация. Я же почему спрашивал, работали ли вы на пишущих машинках? Даже электрические машинки, они требовали усилий. Усилий, которые можно распределять на кисти, на пальцы, на локтевые мышцы, да, а в общем на плечи, на позвоночник и так далее. Чего в компьютерах в общем не нужно. Потому что даже самые продвинутые программисты, они только в отдельных ситуациях печатают 10 пальцами. А так, вот так все печатают сегодня. Да? Да, ну, мне кажется, уже мало кто вот так печатает. Наоборот. Да? Ну ладно, это мы отвлеклись. Так вот, смотрите, для того, чтобы выйти на эту штуку, да, задачи на проектирование недостаточно. Нужны другие рамки. Нужно взять вот все то, что потом мы наполнили, да, в рамки истории, развития, анализа, изучения и так далее. Стул. Надо изучать стул, блин. Сейчас, Евгений. Обратите внимание. Стул как гуманитарный объект. Вот людям эпохи братьев Тане и вплоть до Баухауза, даже самим работникам или энтузиастам Баухауза, вот такая штука, такое высказывание, стул как гуманитарный объект, было бы диким. Знаете? Оно ни в какие рамки вот из этих не вписывается. Да, так что ты хотел сказать? Ну так когда ж не то, что прям обов'язково. Не во всіх задачах треба виходити на... Конечно нет. Конечно нет. И для проектирования стульев не надо городить сущности без надобности. То есть, а другая штука, это с прагматикой не кладется телеологии, иначе такие сложные штуки. Ну, можно сказать, да. Можно заменить рамку телеологии на рамку прагматики. Ну, а вот там... Ну, по-другому тогда формулируются эти вещи. А каштовностные штуки это все-таки еще уже рамка. Каштовностные вещи. Ну, давай, не знаю, то есть только при раблении там это кресло не забили ни одну левого, те вещи, что Ни одно дрова не пошкодилось. Ни одно дрова не было посудено. И такое... Ну, вот смотрите, можно доводить до абсурда, да? Эти вещи. А можно не доводить их, и достаточно тогда рамки экологии. Да, вот рамка экологии у нас была, и рамка безопасности. Я так понимаю, если отвечать на вопрос более формально про ценности, то любая ценность может стать рамкой дополнительной. Да? Вообще-то ценности — это, по большому счету, рамочные образования. Ценности, вот когда начинается разговор о ценностях как об ядрах, там, как правило, куча глупостей, ну, в самом лучшем случае это поэзия. Ценности должны выноситься в рамки, конечно. Любая ценность становится рамкой, может становиться рамкой в каком-то обсуждении. Ну, если тут... Толерантный стул. Что? Толерантность. Толерантный стул. Отповедная практика, как її випустити. Тому що перед тим, як у це венські кресла ми дивились, ви казали, що про проблемы коммуникации. То есть возникает
потому что неправильно вводите и перестаете рамками. И- Нет, это когда мы, например... Ты развиваешь некую рамку, это что? Не, я вот Владимир рассказывал про про проблемы працы з рамочной термоконструкцией. Что ось некоторые чуваки там забывают рамки, некоторые берут сильно узкие и так далее. Может там еще что-нибудь есть такое корыстное, что треба обозначить или... Ну, так мы все, что я зараз скажу, и куда я хочу, отхилить утырку, это рамка осваивания и доведения до автоматизму. Помилки, які там робляться при користанні. Ну да, які помилки, як можна доводити до автоматизму. Ведаючи то, що ти там можеш засвоїти, а ти ж не можеш потребувати кожного зустрічного розуміння рамочної термоконструкції. Це являється, в принципе, проблемой. Да, но это проблема, понимаете, проблема не того першего встречного, да, а это проблема того, кто наконец научается. Да, то я ще кажу, значить, всегда відповідно повинно бути не только самому это все рассказывать, а еще и кто працевать с этим бедным несчастным, кому... Евген все время волнуется за что-то. Вот учитель. То есть сам еще не научился. Вот что ж я буду сам, если остальные не могут? Не, я не хвалюсь, это можно я просто говорю, но я не хвалюсь за это. Я говорю, что, значит, я повинен уметь, посылать нахрен. Вот. Или стулом по голове, чтобы не путались под ногами. Я не понимаю, в чем проблема. Проблема то, что люди скончатся. Ты начинаешь волноваться за то, что будет после того, как ты автоматически овладеешь этим искусством. Ты овладеешь, дальше пойдет. Думайте о себе. Да. Так, это же я про себя думаю. Слушай, ты думаешь, знаешь, Владимир Владимирович очень любит про меня этот рассказ про, как ее там, бедная... Эльза, да. Вот у тебя примерно... Она не бедная, она умная. Умная Эльза, да. Вот у тебя примерно то же самое. А если я там пойду, а потом это случится это, а потом это, а потом я переживу... Так... можно взять построенную ситуацию, что вот есть, ты проектировщик, а для тебя какой-то непонятный заказчик. То есть повинен у тебя есть ситуация нема. Да подожди, а в чем проблема общаться с непонятным заказчиком, если рамки у тебя есть? Ну, общайся, удерживай рамки, с ним общайся. Заполняй, да, то есть уточняй. Задавай питание, и он безотказно. Заказчик, а по ситуации надо будет послать. Ты сможешь доставать информацию и раскладывать, а как ты вести коммуникацию будешь, когда у вас нема вольных рамок? А зачем? Ой, слушай, они выставляются элементарно. Во всех профессиональных, юридических, экономических ситуациях это все стандартизовано. Все стандартизовано. Другое дело, что те, кто этим пользуются уже, они не знают про то, что там были выставлены рамки и так далее. А ты будешь знать и будешь осмысленно этим пользоваться. И все. Вот возьмите, например, скажем, Готинский ЛФА, да? Да. Вот там проделана куча работы, собран богатейший опыт, да? И потом это все упаковано, делай раз, делай два и так далее, да? И люди, которые собираются это делать, они в самом деле тычут пальчиком, раз, определились стейкхолдеры. Да. И они в этом смысле, не парятся по этому поводу. Все конфликты возникают из-за несовпадения людей в одном пространстве мыследеятельности. Вот я расскажу вам сейчас про Мурашкевича. Вы знаете этот кейс, да? Мурашкевич, которого вы забанили? Ну да. Это фамилия? Это недавний? Вот последний мой забавенный клиент, он похож чем-то на тебя был. Будьте внимательны. Он один из владельцев телекомпании «Свой круг». Да, и занимается этим пиаром, бизнесом, телевизионным, маркетинговые исследования делает. Вообще сам бывший ГРУ. Главное разведывательное управление Красной Армии. Так вот, Он еще и россиянин?
Бывший россиянин. Он местный. А, не советский человек. Да. Учился, женился, правда, уже в годы независимости. Его жена, это Ксюша Волкова. Надо вводить дополнительные рамки. Боюсь, что тренировка владения рамочно-ядерными конструкциями откладывается. Это отступление. Да, конечно. Так вот. Автоматически не получится никому научиться, потому что... Да. Научитесь, я освоил еще. Мы познакомились просто в клубной ситуации. Да? Познакомились, а потом, значит, возникла возможность посотрудничать. На почве. А? Извините. Ладно, ну, Мне понадобился для программы, проекта подготовки менеджеров, переподготовки менеджеров образования человек, который преподавал бы маркетинг. Хорошо, грамотно, с практикой, а не по учебнику. Ну, я начал перебирать людей, вспомнил про Мурашкевича, про которого я знал, что в аналогичном, ну или похожем процессе бизнес-обучения он читает такой курс. Я говорю, ну дай попробуешь у нас. Он говорит, ну нахрена мне? Я говорю, ну как, ты там читаешь, а тут нет. Он говорит, нет, понимаешь, какая штука? Я прихожу туда читать, потому что туда идут люди, которые хотят стать маркетологами, а мне время от времени нужны толковые сотрудники. Я их там меняю. Я прихожу туда читать, выдергиваю толковых людей, а за это плачу тем, что я им, какую-то херню рассказываю. Поэтому, а у вас, говорит, менеджер образования, нахрена мне читать менеджером образования, я все равно никого из них не выдерну. Понятно? Вот несовпадение как бы этих, ну и разбежались, больше никогда у нас не было никаких деятельностных этих самых штук. Дальше. Познакомились, он там как бы обнаружил, что я там какие-то проекты делаю, он стал следить за мной в соцсетях. Ну и всяких там этих, да. Я что-нибудь скажу, он начинает комментировать. Я ему пытаюсь в рамки выставить, да. Он ни хрена про рамки понимать не хочет. Он психологизирует это все и говорит, ну если я кого-то послал, ну, да. Он считает, комплекс Эдипа. Нет, он считает, что это мое обычное поведение, да. И я всех так вот, и сотрудников своих. Говорит, слава богу, что я не пошел к нему преподавать, он же меня посылал бы. Понимаете? Вне контекста. Всяких рамок. То есть он генерализирует. Да, вы бы ему сказали, я только в контексте в рамках писала. А такого Я ему пытался. Нет, ни в какую. Так вы к нам бы послали. Не, ну в результате как бы это самое, вроде там... Подтвердили бы ему, что все так и есть, поэтому нечему. Ну ладно. Подтвердили, вас послали поэтому. Ну, хорошо, а в чем кейс? А кейс в том, что вот генерализация безрамочная каких-то содержательных вещей. Причем содержание бывает, мы помним, бывает глупое, бывает любое, да? Содержание можно положить. Вопросительные, изъявительные, сослагательные, перформативные суждения, любые. Да? Все это будет содержание. Но только его селектировать надо. Селектировать на предмет соответствия рамкам. Да? Если есть рамка адекватная, то практически любое содержание может быть уместным и своевременным. Если такой рамки нет, практически любое содержание может быть несвоевременным, неуместным и глупым. И перенос готового содержания с одного номинированного ядра в другое, без контроля рамочной ядерной конструкции, означает головотяпство и глупость всегда. Применительно к самым умным высказываниям. Понятно? Понятно. Вот что делает Мурашкевич. Он берет высказывание, любое, абсолютно безрамочно, бесконтекстно там, и так далее, да? Применяет его к произвольным ядрам. Ну, он, естественно, и про ядра ничего не знает. Просто к произвольным ситуациям. И говорит, ой, как плохо посылать человека. Так, ну вы же ему тлумачили и не рассказывали, тем более рассказывали под конец про ядры и это. Но так а чему не трималося ему последовательно? Вот смотри, зрозуміти? потому что базар. Видишь,
базаре. Вот если мы разговариваем по делу, это как бы, да, согласились и разбежались. Там все люди понимают в деловых ситуациях, стандартных ситуациях, деловых или еще каких-то отношениях. Да? Даже такой идиот клинический, как Мурашкевич, вполне оказывается договороспособным, нормальным там, и так далее. Как только вынесете из этой ситуации, не надо учить человека, да, который решил побазарить рамочно-ядерным конструкциям. А чему базар относится к деловой ситуации? То есть, что деловая ситуация там есть некая, ну, то есть, утримливая. Если бы то, что нечто отталкивает, бы не разумеется. Там есть рамки, которые мы носим из ситуации в ситуацию, носим на себе. Да? Поэтому как бы все деловые ситуации обставляются кучей рамок культурных, да, которые, ну, как бы, иногда крепятся на удивительных вещах. Ну, например, там, на дресс-коде. Или на оговоренном месте встречи. Там, ну и так далее. Да, церемониал. Ну, конечно. Просто, ну, откуль увогуле звучит так подказывает, что, ну, нахрен треба чувакам есть там выставлять некие рамки, але по великому рахунку, коли так, ну, пофантазировать, что, в принципе, можно там у любой ситуации взять и выставить рамку, там, не знаю, там, ну, то тогда ось коммуникация выходит зовсім на інший уровень. Тобто фактично, ну, коли человек не умеет там, это выставлять, ты ему выставляешь, то это в некотором сенсе такая, ну, коли декорация доводится, такая манипулятивная штука. Да, манипулятивная, именно манипулятивная. Можно фокусы показывать, можно, я не знаю. Вот если ты преподаватель, да, то даже не рассказывая о рамочно-ядерных конструкциях, ну, легкая рефлексия их, да, дает тебе хорошее преимущество. Ты можешь задурить голову аудитории на любую тему и по любому поводу. Блестящий пример. Последний полтора часа. Но это же как бы особая ситуация. Да, это особая, коли есть преимущество. Да? А ось коли... Какие тут преимущества? Ну, студенты повинны, ну, тобто они невольные, как бы... Кто слушает? Вот я уже давно не читаю, я не люблю студентов под примусом. Я читаю вольные штуки, выхожу публичные лекции читаю. Или вас сюда в летучий университет, кто у вас примусит, меня слушает? Ну... Так вы зря вы сейчас сказали. Рефлексия сразу. Я к тому, что здесь, допустим, не знаю, там, белорусских чиновников. Да? Послушай, вот ты дурачки, чистые дурачки. Нет. Пошли в задницу, твои чиновники. Задача какую-нибудь, знаешь, как? Какие? Чешешь, разбираешься и Вот зачем. мы отрабатываем рамочно-ядерные конструкции. Есть ситуации, Выставь. есть ситуации, коли, я не знаю, там, мне нечто от чиновников там треба. Я разумею, что коли не маючи никаких там рамочных конструкций, коли им выставить свою, то они из этого и будут жить. И после ты берешь и можешь их юзать. Так ты же И понимаешь, это- как рамочно-ядерную конструкцию. Я это разумею, но я скажу, что типа, а як выставить іншим? А мне кажется, типа, а нахрена вообще? Послушай, что значит, зачем тебе іншим выставлять? Объясни. Ну как бы, я не знаю, капінера більшості треба. Как Нет. выставление рамок как способ организации коммуникации, это как бы хорошая и милая вещь. Только как бы она совершенно не везде как это, нужна и приемлема. В разговоре с чиновниками, ну вот в твоей ситуации, я думаю, что это Возможно, приведет к деструктивным цветам. Ну, точно не надо с чиновником о рамках. Непонятно, как связано выставление рамок с получением необходимого от человека. да. Ну, это инструментарий Нет, подожди, организации. я Его здесь не мышление. учу манипулятивным техникам Да. охмурения людей. Я не учу здесь пикапу, чтобы тебе каждая девушка там, встречная дала, блин. Ты выставил... Я не хочу этим заниматься. Я не люблю этим заниматься. Это не мое дело. Я говорю только о мышлении, деятельности, мыследеятельности и игре, в котором переменная, такая переменная херня, как участвующий в этих вещах человек, не имеет никакого значения. Если тебе хочется дурить людей, иди учиться пикапу, чему еще? НЛП.
Ну, откуль взялася така штука? Тому що ви сказали, які конкретні рамки. Ну, от вони узникли, як просто приклад. Некої... Ну это же Ну, не они нам. тебе страшно То есть мешают. понимание вот, Они тебе страшно возможностей мешают. ограничений Перешкодають инструментов. чим? Понимать, Что? работать, доводить до автоматизма все эти вещи. Ну, Они поедают вообще кучу твоей сознательной энергии, времени. ні, так я одразу ж... Ну, рамочная конструкция это ж прикладная штука. Для толика мышления. Нет, конечно, прикладная. И тогда вот весь фокус состоит в том, к чему тебе это прикладывать. Чем и зачем? Ну, а к чему можно? Вот к людям с их, мозгами дурными, идиотизмом не надо прикладывать. Людей надо либо любить, либо трахать, либо там, не знаю, бить. Что-нибудь делайте с людьми то, что соответствует людям. Так я ж не к людям прикладываю, а к их Нет. выявлениям. Вот и к этому не надо. Так а куды? А К куди деятельности, к мышлению, и только к деятельности и мышлению. Вот они тебе нужны были, рамочные ядерные конструкции и прочие схемы при проектировании талакии, запуске, организации функционирования. Бля, и так если далее. я мог их запустить, я не знаю, без коммуникации с людьми, то я был бы дико счастлив. А мне приходится всякими... Нет, подожди, блин. Вот Конечно, коммуникация нет. у тебя всегда будет встроена во что-то. Конечно, Если нет. коммуникация Но сначала ты встроена, проектируешь, и там ты тебе это все надо. А с людьми ты, не знаю, дружишь, охмуряешь Ивана, там еще кого-нибудь, Владимир платишь им деньги, Подождите. мотивируешь. Коммуницировать с людьми, там, проводить какие-то совещания в рамках талаки можно с использованием рамочной Да, ты выставляешь конструкции, эти рамки, удерживая ну. рамки. Нет, Но это когда ты не означает, выставляешь- что люди тебе дадут все, что тебе нужно. Ну, как-то. В этом смысле это рамки для организации твоей деятельности, и в том числе коммуникации. Но это не значит, что как бы, ты им про эти рамки рассказываешь, что они обязательно их улавливают, ты их должен выставить. Как ты их выставишь? Это не обязательно должен выйти к доске, нарисовать рамки и написать, что это теологическая рамка. Да, ну тут Да? куда я Но ты можешь возвращать каждый раз, устанавливать рамки, говорить, мы, товарищи, а что, собрались для чего тут здесь? Также, Мы собрались вот для этого. Ты удерживаешь рамку, у тебя в голове может быть схема, а для людей это не обязательно, ну как бы... Ну вот, фактично, все, что это так, ключевое питание, это вот як собака. Сам розумієш, а сказати не можеш. Но Допустим, при этом, если одна справа самому научиться рассказывать, а іншая это вводить рамки. так поэтому... Это іншая, типа, не знаю, здорово. Если Послушай, человек ну пришел ты к начни- тебе сорвать тебе совещание, рамочная конструкция тебе не поможет. Ну, если он, Также если он и с следует белорусскими сорвать, чиновниками. Она поможет вовремя его выгнать. Ну, в смысле, Ну, понять, что он пришел сорвать совещание. убрать. Да, но ключевая штука все-таки там уводить и там выказывать, робить выказывания у там рамочных конструкций, это разные. Ну, да, И Евген... принимать решения. Не, подождите, Евген, я так понимаю, как бы разводит две вещи, да? Пользоваться рамочной ядерной конструкцией самому, ну, да, и вводить. Ну, вводить в коммуникации, например. Да, это разные техники. Ну, как бы, ну, мы Нет, сейчас про пользование. Подожди, да, мы сейчас просто про освоение рамочной ядерной Обычно, если ты сам Но не Роман освоишь, ты не абсолютно сможешь правильно вводить. сказал, забегая вперед, да? Вводится это очень просто. Вот, скажем, мы обсуждали, здесь рамки вводятся в техзадании, да? В техзадании, потом мы не оговорили целый ряд еще рамок, которые вводятся в контракте, ну, в договоре. Да? Они там есть. И тебе, по большому счету, когда контракт подписан, да, уже все равно. Понял клиент, не понял. Контракт подписан, и он несет за свою глупость полную юридическую или экономическую ответственность. Успокойся. Так же и на собраниях. Ты приходишь, и, во-первых, ты приходишь обрамленный целым рядом вещей. Ну, например, ты начальник. Понимаешь, сколько рамок сразу на этом навешано? И не надо тебе их обсуждать, они всем даны. Они в ситуации присутствуют. Дальше. Есть как бы этапные рамки. Например, какое совещание вы проводите? Ежегодное, там, перевыборное, там, подведение итогов, или возникла проблема, случился там экономический кризис. То есть ситуация ставит рамки.
После этого надо содержание упаковать и удержать. То есть ситуации, да? И ты выставляешь, объявляешь повестку дня. Объявил повестку дня, это тоже рамочная штука. Да? Вот этот вопрос мы будем обсуждать после этого. Значит, то, если оттуда суждения сюда переваливаются, значит оно как это безрамочное. Да? Давайте по очереди, по порядку обсуждаем. Дальше. В каждом из пунктов повестки дня собрания ты вводишь некий тезис, там, содержание предлагаешь, да, обозначаешь. И это слова просто. Давайте мы обсудим техзадание на проектирование стула. Все. Все. Да. После этого как бы каждый раз ты говоришь, ага, надо, чтобы стул был безопасным, надо, чтобы стул был дешевым, и так далее. Никакого тут вот чего-то такого замороченного нет. Это все в деятельности, нормальной человеческой деятельности, культурной, уже все упаковано. Мы, как методологи, как магистры игры, это распаковываем. Распаковываем то, что в жизни людей есть. Ну, в деятельности, не в жизни, а в деятельности. Для чего? Ну, распаковываем это для того, чтобы делать новые типы деятельности, для того, чтобы разрабатывать там игру, там, или еще что-нибудь такое. Это нам нужно. Это высокого порядка деятельность над деятельностью, и все. Или как, вот, знаете, это старая басня про сороконожку. Вот сороконожка бегала и бегала. И не парилась, какую ногу вперед ставить, какую назад там, и так далее. У нее спрашивают, сороконожка, как это ты не запутываешься в этих ногах? И тут она начала думать. Да? А рационального думания про это не хватает, чтобы ноги представлять. Это автоматически надо делать. Теперь, а как только она задумалась, теперь надо пройти какой-то этап, чтобы потом по новой довести это до автоматизма. Так учат танцевать людей. У них хоть и две ноги, но в танцах все равно люди ноги умудряются заплетать. Поэтому их сначала надо разучить ставить ноги так, как они ставили, научить ставить по-другому. И это делают по разделениям. И нам надо пересобрать некоторые вещи. То же самое, как вот, понимаешь, для чего я читаю публичные лекции? Хорошее питание. Ну попробуй вот как бы вогнать это в рамки. В рамки телеологии, целесообразности, в рамки прагматики. То есть в данном случае у нас есть содержательное ядро, и мы можем попытаться восстановить рамки, ну как это, осмысленные рамки для считывания этого содержания. Да? Так, ну, прям восстановить и просто спытать. Прямо установить. Чему не можно спытать? Ну, а чему... Потому что тебе треба потренироваться, ты разумеешь? Перестать питать и потренироваться. Трошечку. Ладно, так скажите. Ну, смотрите, вы же публичные лекции читаете не просто так, да? Это просто так, Летучего удовольствие. университета, да? Не знаю, я читал без летучего. А летучий университет, он еще как бы вписан в рамку культурной политики. Ну, Есть такая вещь. И, соответственно, вот публичные лекции, они выполняют цели, да, там, или задачи культурной политики. да. Какие? А? Какие? Ну, например, как бы, в чем состоят цели культурной политики? Да? То есть, если просто... Вот теперь смотри. Вот, давай. Не дадут Евгену потренироваться. А? Не дадут Евгену потренироваться. Не, я так понял, что Евген не хочет. Или ты будешь?
Ну ладно, давайте. Да. Ну, твою-то куда девать? Да. Я ее зарисую. Разметить? Да? Вот смотри, у нас была там, когда мы разбирали проектирование стула, да, рамка телеологии. Она здесь у тебя тоже появляется. Ну да. Каким-то образом, но она появляется совсем не так, как там. Она появляется сама в рамке культурной политики. И в этом смысле телеология здесь не самодостаточная рамка. Она зависит. Да? Она сама в рамке. Поэтому цели, которые мы ставим перед публичной лекцией, не произвольны. Ну, по крайней мере, если стоит рамка культурной политики. Рамка культурной политики определяет целевую рамку. Ну, это я зарисовал то, что он говорит. Ты берешься это самое. Ну, мы только про теологичные рамки, да? Тяжелый. Ты бог. Это Дима говорит. А. Мгм. Я спросил у тебя, нахрена я читаю публичные лекции? Ну, в рамках практикования мышления. Ты думаешь, я мыслю на этих лекциях? Ну, Меня вообще за идиота считаешь? Я ну, думаю, что уже считаю. Вы гуляете? А? Гуляете? Ну, просто деньги зарабатывать. Все экономическая рамка. А, как это было? Мелкая моторика. Это они так вот клявишут, а я... В самом деле, можно поставить такую рамочку, говорит, блин, какая разница? Мацкевич деньги надо зарабатывать, вот он как бы и читает лекции, ему Водоложская не платит иначе. И как только люди все пытаются трактовать вот в какой-то такой рамке, да, утилитарно-экономической, они оставляют за этими рамками целую кучу всего того, что происходит. Вот этот мелкий бизнес очень грешит этим. Я бы предпочел не лезть туда. Ладно, не будем платить. Договорились. Вот этот мелкий бизнес, да, он же мышление губит. Ну, она подкалывает, ладно. Ой. В рамках просовывания летучего университета. Реклама, в смысле? Ну да, как больше людей ведало, что и чем занимается летучий университет, и что там есть такие люди, как Владимир. Нет, подожди, вот это при чем тут? Ну, очень просто, ну так, не сказать просто, что есть летучий университет, а что у всех что там отбывается, ну, такой То тизер. есть, если в рамке продвижения рассматривать это дело, да, маркетинговая рамка. Тобто, коли там створяється, не знаю, подельники, там робляться там афішки, івенти в соціальних сетках і відбувається охоп в аудиторії. Тобто люди ведут, что есть такой летучий университет. Такое. Ну, отлично. Тогда вот скажи что-нибудь про публичную лекцию вот этой рамки. Утягивающие публичные лекции, на которые вы были, вероятно, что некая частка людей доведалась и пришли в летучий университет. І можна поспробувати це поміряти і зрозуміти, чи в рамки маркетингу была публичная лекция корректна. Ну, это очень отдаленные общие слова. Ну, можно сказать, что... Подожди, вот теперь смотри сюда, следи за руками. Итак, мы рассматриваем, например, публичную лекцию в рамке маркетинга.
Забыли про культурную политику и про всякую херню. В рамки маркетинга. Скажи, пожалуйста, почему я должен или могу читать в этой рамке лекции публичные в летучем университете? Надо же раскручивать летучий университет. Може ще питання, чому ви повинні... Значит, вот у нас есть, это забыли, у нас есть маркетинг. В рамках маркетинга промоушен, продвижение, да? Летучего университета. Продвижение. Ну, пока, погоди, там, летучий университет или еще чего-нибудь там и так далее. Потому что я же могу воспользоваться летучим университетом для продвижения себя. Тут да, тут может быть два этих самых. Да. Публичная лекция есть способ Движение людей. продвижения вас, людей, идей и институций. Да. И в рамке маркетинга мы тогда должны соотносить эти вещи. Да? А что мы продвигаем? И в этом смысле невозможно путать продвижение Мацкевича бренда и продвижение бренда летучего университета. Но мы можем использовать один бренд для продвижения другого. Но тогда опять надо парадигму маркетинговую выставить. Берем Котлера, и в нем есть там комплекс маркетинга. Невозможно продвигать то, что хреново сделано. Согласен. Что невозможно? В комплекс маркетинга входят, по-моему, 4П. Уже 7. Уже 7, ну тем более. Да? Продвижение, да? А перед продвижением идет производство. Да? Производство, за производством идет продукт. И последнее, вот в четверке, я не знаю, что там еще вставляется, да? Продажи. Только. Вот мы берем как бы и пока оставляем за пределами производство, продукт, продажу, занимаемся продвижением. В рамке маркетинга говорим о продвижении. Что продвигается? И вот Татьяна перечислила парадигму. Да? Продвигаем идеи, бренды, имена, что еще можно? Институции. Да? Что такое институция? Вот имена, если мы продвигаем, то под имя подпадает, например, летучий университет, да? А институция, какая тут институция продвигается? Университет, например, там, да? Публичные лекции там, профессоров там, и так далее. Но тогда под это дело, соответственно, и формулируются задачи, отбор людей, которые там и так далее. И вот приходят некоторые люди и говорят, а я тоже могу вам прочитать лекцию. Я говорю, с какой стати? Какой стати? Куда это продвинет? Я понимаю, что вы можете воспользоваться брендом летучий университет, чтобы продвигать себя. А я читал публичную лекцию в рамках летучего университета. Но мы говорили про меня. Нахрена я читаю лекции публично? Я могу юзать бренд Продвигать летучего идеи, университета? продвигать себя, продвигать институции. Ну вот, ладно. Если я читаю лекции публичные вне летучего университета? Ну, по коллегиям я не читал. Хотя было время, когда по коллегиям делал публичные лекции в конце 90-х годов, и мне приходилось пару раз там с ними выступать. Какие еще публичные лекции вы читаете? Хотелось бы знать. Я сейчас спрашиваю в целом, в общем виде, зачем я читаю публичные лекции? Значит, в рамке маркетинга или других? Да. Ну вот я почему Евгена спрашивал, да, я хотел сказать как раз что. Я, например, никого не учу на публичных лекциях. Ну зачем? Особенно в рамке продвижения. Вы могли бы поставить рамку обучения или просвещения? Мог бы, но это было бы очень глупо. Никто, некоторые выставляют в рамку. Нет. Особенно, если я выставляю рамку культурной политики. Что означает добавить теперь рамку культурной политики? Итак, мы что продвигаем? Что-то продвигаем.
А если мы продвигаем, и продвигать мы можем разное, да? Ну согласитесь, в рамке маркетинга, если она изолирована, продвигать мы можем разное. Если выставили еще рамку культурной политики, и в ней целеполагание, теология, телеология. Она тоже тогда поглощает эту рамку маркетинга? Она не поглощает. Почему? Потому что их надо согласовывать. Их надо согласовывать. Просто вопрос тогда, какие идеи, какие имена и какие институции. Ну да, да. Я думаю, идет продвижение идей. То есть, поскольку лекции городу и миру, то вы, пользуясь форматом, пытаетесь сообщить городу и миру то, что считаете ценным ему узнать. Отлично. А если я подкину следующее, кто был на лекции последней по генетике? Я. Я уже. 3 человека. Ну вот скажите, пожалуйста, что продвигает в этом плане лекция, как ее звали? Нина Генусова. Генусова. Отчество еще такое означает. Что продвигала в этом смысле лекция, исполненная Ниной Генусовой? Я хоть не был, но с учетом поставленной темы... Сейчас, подожди. Ее можно рассматривать в рамке культурной политики? Можно. А Нина Генусовна знает про культурную политику? Ничего не знает. Оказывается. Ну, я могу использовать ее для культурной политики. Для этого не обязательно. Вы вписали в рамку. Отлично. Тогда что продвигается в этой публичной лекции? Теперь поняли, она туда укладывается. Да. Некое содержание может соответствовать культурной политике. Теперь надо разобраться, что именно, раз вы как маркетинговую рамку. Ну, я бы сказала, по крайней мере, так закладывалось. Ну, не идеи, а скорее проблемы продвигаются. Моя версия — необходимость подумать о будущем. Ну, то есть она проблема. сообщает Я бы сказал, какой-то что тренд. проблематизация, да, то есть скорее вот такое. Да. А Нина Генусовна думала про будущее? Вот подождите, мы говорим сейчас со стороны тех, кто организовывал это. И да, думала. Ну, конечно. Ну, вы проспали со стороны половину. тех, я говорю про следующее, что вот эта вот публичная лекция, она исполняется. Да? Вот она была. Мы ее можем рассмотреть на предмет исполнения. Пока молчим опять про культурную политику, установили, что там она может соответствовать, вполне в этих рамках укладывается. Теперь надо понять, а что же она продвинула? Ну, подождите, мне кажется, что это какое-то немножко странное рассуждение. Да? Мы могли бы рассуждать там, или выстраивать рамки по отношению к публичной организации публичной лекции. И там я и Дима могли бы рассказать, какие рамки мы выставляли, ну и там достигли или нет. Какие-то свои другие рамки, я думаю, во многом не совпадающие, почти не совпадающие были у самой лекторши. Да. И это тоже нормально. Да. Ну, да. Вот. А сама лекция, это какая-то такая объективация такая. Лекция конечно, существует. Конечно. Ну вот, предположим, там Евген и я там не были на этой лекции. Ну вот я узнаю просто чисто информацию из интернета. В Летучем университете лекция про генетику. Про Что генетику это и этику. Да. Что это значит? Это Вот этику значит, бы я что... вообще выбросил Ну, подальше. Раз это уж значит, что поскольку Мацкевич в Летучем университете не думает про этику и генетику, то оказывается университетом, генетика и этика сегодня предмет мышления. Это должно говорить об этом. Ну или о том, что Летучий университет это не чисто гуманитарная бла-бла-бластика. Ну, и это тоже Да. может быть. Тут обсуждаются, например, проблемы естественных наук. Пусть и этические, но естественно. Да? Можно и так. То есть это меняет представление. Должно менять. Ну да, я соглашусь, что одной из этих самых рамок или там установок такого рода лекциям было продвижение в образе летучего, то, что это не только там вот то, что Не обычно относится, не узкодисциплинарное узкодисциплинарное, не узкогуманитарное. Ну, там, и так далее. И каждую такую вот детальку, да, какое-то суждение про эту лекцию, да, мы можем восстановить. Причем в разных рамках. Мы все-таки, вот если так подумать, восстанавливаем, маркетинг, он существует тоже в рамках. То есть у маркетинга должна быть объемлющая рамка. Не обязательно.
Ну, потому что лекции по этике и биотехнологиям были у европейского Да. кафе. И вот я бы по-разному интерпретировал. По-разному, такие эффекты разные. Не, Вообще одно и то же быдло продается в разных магазинах. нет, подождите, я думаю, что Иван сейчас говорит, например, о том, что в рамках маркетинга это можно трактовать как, ну, не знаю, конкуренцию, да, или там заход на, ну, как бы на чужое поле, там, ну, или на... Конечно, То есть конечно. над маркетингом Сделаем- должна быть еще рамка, ну как, то есть маркетинг, он Подожди, внутри... подожди. Как только выставляешь рамку продвижения, да, самого Кетлера, тут актуализуются в этой части комплекса маркетинга все дела, связанные с конкуренцией, сотрудничеством, отстройкой от конкурентов, пристройкой и так далее, и так далее. Но маркетинг не существует в вакууме, он уже вписан в рамку. И у Котлера он, скорее всего, вписан в рамку бизнеса, бизнес-парадигмы, Ну да. ну, то есть какого-то мышления. Нет. Сам Кетлер это прекрасно понимал. Он выстраивал дисциплину маркетинга в распредмеченном виде. Поэтому он говорил, я продаю маркетинговые знания, маркетинговый комплекс бизнесменам, потому что они платежеспособны. А вообще это работает в политике, в культуре. Но она предполагает некую антологию мира, в котором существует рынок. Это да, конечно. Это да. Антологию определенно она предполагает. И всякий раз, в общем-то, как бы за рамкой маячит картина мира. Какая-то антология. Поэтому некоторые рамки людьми вообще не берутся, если она не соответствует картине мира. Но в принципе, эта рамка достаточно предельная маркетинга. Да? Ну, в принципе, может быть, да. Просто я сейчас отрефлексировал, как я восстанавливал, ну, в этой рамке, там, ну, скажем так, цели, то я все-таки использовал какую-то, ну, маркетинг может быть вписан в деятельность организации, я бы так сказал. То есть, ну, в некую... Так, Нет, послушай, да. И более того, я знаю там целый пласт бизнес-обучения, который называется внутренний маркетинг. Ну, подождите. По-моему, это глупо. Иван же что Я что-то говорю- другое. Вы Я не говорю, что слушаете. вот, ну, представим, есть организация, и внутри организации есть маркетинговый отдел. Ну. И тогда если применить эту как метафору, да, то вот есть летучий университет все-таки над маркетинговой рамкой. И это, ну, Ну слушай, вот ты что-то путаешь. Подождите, а и что дальше? Ну, Ну, он сейчас говорит о том, что культурная политика является объемлющей в данном случае для маркетинга тоже. Да нет же, блин, это разные вещи. не, ну можно так строить, Но но она влияет на маркетинговые инструменты и то, как они используются. Ну вот, но мы только что говорили про то, что это скорее то, что нужно Согласовано. согласовывать, чем Конечно. друг в друга То, встраивать. что, вот, если бы ты сказал, ага, вот мы пока оставим это дело, но я знаю и умею, как, скажем, маркетинговую рамку или рамку маркетинга выставлять вперед, назад, подчинять и так далее. Да, конечно. Это можно и нужно потом уметь. И рамки двигаются. Более того, как бы, мы можем действовать в рамке только культурной политики, что-то нагородить про ядро, да, потом вывернуть это все, сделать маркетинг ядром и рассмотреть это в рамках нашей публичной университетской деятельности. Рассмотреть наш маркетинг, и там окажется куча дыр, проблем с нашим маркетингом и так далее. Но тогда мы маркетинг рассматриваем как ядро. Но до этого мы еще не доходили, до выворачивания. Сейчас я говорю просто следующее. Понимаете, нельзя выставить маркетинг внутрь культурной политики. И не надо этого делать. Пусть это будет подождите, отдельная а рамка. почему не надо, хорошо, а почему нельзя? То есть это невозможно принципиально или... Ну, вот давайте тогда Возможно. вернемся. Вопрос Нет, в- принципиально возможно все, что угодно. Да. Так, а когда нельзя, вы говорите, вы что имеете в виду? А. Что это не нужно делать, да? Или это... Вот посмотрите, с чего начался разговор. Иван сказал, рамка маркетинга не является объемлющей. Над ней еще какая-то рамка есть. Я с этим не согласился. Не, потом же вы все-таки согласились. Я согласился с тем, что за каждой рамкой маячит картина мира. Да? И картины мира могут между собой тоже взаимодействовать.
И есть сильные картины мира, скажем так, да? Есть слабые. При этом сила и слабость их, она разную природу имеет. Вот, например, рыночные представления или мир как мир обмена, производства, потребления, там, распределения и так далее. Да? То есть адамо-свитовский мир. Вообще политэкономия – это мощная картина мира. И она пожирает все на свете. Если вы выставите маркетинг внутрь или над, это уже не важно, потому что даже если вы внутрь выставите культурной политики, она сожрет всю культурную политику. Маркетизирует ее, да? И мы будем не культурными политиками, а маркетантами. Получится вам маркетантами. Культурными маркетологами. Маркетками. Маркетинг. Игнорировать маркетинг я ни в коем случае не согласен. Вот Да? теперь Но понятно. я не согласен, что это самое. Что картины мира не это, между картинами мира должно быть согласование, и поэтому мы не можем так. Да, они исходят из несколько разных тех самых онтологических оснований. Понятно. И когда Евген там говорил про ценности, да, вот с ценностями надо быть очень аккуратным. Потому что ценности можно ведь свести, вот откуда вообще взялись ценности? В смысле вообще? Или В рефлексии. Рефлексии в европейском мышлении. Наверное, войны религиозные. Нет. 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 Раньше? Нет, позже. Позже? Да, ценности появились в лексиконе Нет. неокантианцев. Баттенская и Марбургская школа, неокантианство, они начали разрабатывать аксиологию и появились ценности. С ценностями до этого, ну совсем как в подчиненном смысле, работал Маркс. Если вы возьмете, скажем, эту самую политэкономию, ну, капитал марксовский, да, вы там обнаружите, как Маркс специально оговаривает связку категорий ценности и стоимости. Да? И стоимости, цены, там, и весь вот этот ряд. Да? И в общем-то, как бы в политэкономии ведь, да, она редуцирует. Политэкономия еще английская, там, Адам Смит, Давид Рикардо, там, Иеремия Бентам, там, и вплоть до Джона Стюарта Милля. Да, вот весь этот период классики английской политэкономии. Они редуцируют ценности до стоимости. Стоимостей, которые сами по себе раскладываются на стоимость эту самую производственную, и как она там называется? Ну там есть миновая стоимость, да, и стоимость, которая в объективных показателях, как мера затраченного труда общественного, да, в себе. Миновая стоимость. Как только речь идет о миновой стоимости, за ней маячит обязательно ценность. То есть ты можешь потратить кучу овеществленного труда, да, в то, что никому не нужно. А раз это никому не нужно, то стоимость как мера овеществленного труда не превращается в миновую стоимость. Миновая стоимость возникает тогда, когда она существует в цепке с тем, что потом неокантианцы назвали ценностью. Да? Это стоит того, чтобы мне с тобой поторговаться на этот счет. А раз так, то за этим маячит стоимость, ценность, которая в картине мира политэкономической, ну, которая потом оформилась в маркетинговое мировоззрение, она не обсуждается. То есть я не обсуждаю, зачем тебе то, что ты у меня покупаешь. Я продаю, потому что мне это не нужно. Я собираюсь выручить за то, что я тебе это продаю, то, что нужно мне. Да? Мы можем обсуждать качество того, что является предметами нашего обмена, но мы не обсуждаем ценности, которые мы преследуем в этом обмене. Понятно? Поэтому ценности в политэкономии английской, потом в марксизме, они оставались как бы за рамками. А неокантианцы, которые сообразили, что не все в мире сводится к обменным вот этим операциям, да? И что если даже и представить себе политэкономию ценностей в отрыве от стоимости, то там совсем другие математические механизмы работают. Там нет такого понятия, как прибавочная стоимость, или, там, скажем, прибыль, или потери, там, и так далее. Да? Обмен ценностями оказывается
негантропийно. И когда... Негатропийно? Ну да, там нет потерь в обмене ценностей. Ну, по крайней мере, для баланса. Да? То есть, если мы обмениваемся ценностями, то они становятся и твоими, и моими ценностями. Возникает такой синергетический, а не энтропийный эффект. Потому что, когда мы вступаем в обменный процесс по поводу стоимости, да, миновой стоимости, мы начинаем торговлю. И эта торговля в любом случае заканчивается, когда каждый из нас получает свое, но в принципе в обменных во всех операциях кто-то теряет, кто-то находит. Кто-то переплачивает, кто-то недоплачивает. Ну и так тогда эмансипируется ценность от стоимости в философии. С этого времени начинается аксиология. Но аксиология, долгая там столетняя болботня по поводу аксиологического содержания, в конечном итоге мы опять приходим как бы абсолютно субъективно-личностное содержание этих ценностей, поэтому обсуждать их нечего. В противном случае они превращаются в симулякры. А что значит нечего обсуждать? А нечего обсуждать означает не несуществование ценностей, а то, что все они имеют рамочную природу. Они рамки, то есть они сказуемые, а не подлежащие логических суждений. Вот и все. Я задурил голову, а упражнений мы так и не поупражнялись, чтобы доводить до автоматизма. При этом, понимаете, какая штука? Вот я про публичные лекции там заговорил. Я еще могу один прецедент привести. Это последняя моя лекция на школе по урбанистике. Я пришел и в первых высказываниях ввел необходимые мне рамки. Но мне их не на чем крепить было. То есть сказать я их произнес, да, и дальше я в этих рамках разворачивал содержание. Ну, например, я рассказал басню про игру в Клайпеде и ввел такое слово «городить». Тем самым я дал понять слушателям, что я буду рассматривать город не как вещь в статике, да, а как процесс. Процесс в становлении города все больше города. Да? А значит, само понятие города не может быть оформлено в виде юридическо-нормативных статистических показателей и так далее. Но я-то это проговорил, но как рамки это не село и не могло сесть на людей в процессе лекции. Их потом надо восстанавливать из моей лекции. То есть, в принципе, эта лекция была бы хороша только тогда, когда последующие занятия разбирают то, что сказано в лекции. Если этого сделано не будет, лекция во многом теряет смысл, содержание и так далее. Введены рамки, этих рамок несколько. В эти рамки вброшено содержание. По поводу этого содержания высказаны в конце тезисы, но оно все повисает в абсолютно безвоздушном пространстве, без тренировок и без образования. К сожалению, и непубличные лекции примерно так же строятся без систематической проработки. Но как прорабатывать систематически, как видите, я тоже не знаю. Как вы будете доводить до автоматизма работу с рамочно-ядерными конструкциями? Есть один этот самый способ, опробованный в Летучем университете. Да? Ну, когда он еще не назывался Летучим университетом, это стенограмма. То есть подготовка, или точнее подготовка текста на основании устной лекции. Да? Причем стенограммы, не просто переведение речи в письменную форму, да? Потому что устный ведь язык и письменный он отличается по своей стилистике. А оформление именно перевод содержания
лекции в письменную, Текст. в текст, да. Вот это вот, Да, это то есть хорошая тогда практика. надо вот разобраться, действительно, как бы и содержание, и рамки, и какие примеры, может быть, там лектор увлекся, и там, не обязательно это приводить, да, а какие, наоборот, нужно более детально там подкрепить материалом, лектор там может в дате ошибся или что-то, то есть вот это как вариант можно. Я только вот не знаю, можно ли, например, вот наш вот этот семинар было перевести в так, ну, или как это у нас называется, семинар, да, по схемотехнике. Ну, я тоже не знаю этого, но ведь вот Ну, в вот нашей как школе сама- магистров, да, есть специальная работа с текстом. Это же можно делать не только на устных выступлениях, приводя их в текст. Это можно делать на парадигматических текстах, разбирая их. Да? Ну вот как скажем, даже мне при наличии, ну, как я считаю, хорошей практики и опыта, да, например, Абдираловича пришлось читать 3 раза. И это при всех там оговариваниях там, и так далее, чтобы ну, как-то разобрать. Ну, тут, понимаете, на Абдираловича, мне кажется, что вы себе могли выставить уже, во-первых, достаточно квалифицированно тех задания, да, и плюс, как бы, Если бы я это сделал, то, наверное, я бы это мог сделать при первом прочтении. То есть я бы читал медленно и так далее. Да? А поскольку как я этого не сделал, то мое первое чтение было в одно ухо влетает, в один глаз влетает, и в другое вылетает. Как бы, да? Вот. Поэтому да. Но это, смотрите, в обобщенном виде это самостоятельная работа. Ну да. Без да. самостоятельной работы вы ничего в этом смысле до автоматизма не доведете. А для самостоятельной работы, как мне кажется, существует очень много всяких возможностей. Это и вот то, что ты говоришь. Так учились методологи прошлых веков. Да. И это правильная штука. Но я не понимаю, как сегодня людям это предлагают сделать. Потому что эта работа предполагает еще разговор с автором наговоренного текста. То есть кто-то берется, расшифровывает, а потом в разговоре с автором или с кем-нибудь не менее квалифицированным участником этой штуки, да, согласование этого всего. Ну вот мне кажется, что это уже как бы снижает градус такого напряжения интеллектуального. Да? Все-таки нужно обсуждать и уже там разговаривать с автором не по поводу стенограммы, да, то есть вот такого грязного устного текста, а уже какого-то черновика, продукта. Да, это тогда можно там. Хорошо, да, конечно. Но я говорю, что вот эта вот работа предполагает целый ряд еще. Конечно. Причем как бы оно существует не только вот в мышлении, там, в методологической практике и так далее. Даже вот этот мой суд элементарный, да? Судья, секретарь суда ведет протокол судебного заседания. По окончании суда мы можем познакомиться с протоколом, внести свои замечания, что-то подправить. Да? Так что суд может на это согласиться, как в нашем случае, может не согласиться в другом случае там, и так далее. Поэтому обратная связь тут нужна обязательно. Но можно взять и другие тексты какие-то. Ну, скажем, сравнить текст мой. Как ты называл этот постулат допущения, да? Вы читали, по-моему, его? Или собираетесь еще читать? Постулат допущения. Собираетесь? Да, собираемся. Ну вот я бы предложил обязательно сравнить постулаты и допущения как самостоятельный текст, развернутый, и эти же неразвернутые постулаты и допущения как часть другого развернутого текста, где они появились. И на этом сравнении просто по-разному играет содержание этих постулатов и допущений. Одно дело, когда они выставляются как рамка для разворачивания толкования внутри, и другое дело, когда они являются в целом рамкой для совершенно другого текста.
и вплетены в этот текст как самостоятельное содержание. Текст, чего не хватает, чтобы обустроить Россию. Он начинается с этих постулатов. Потом оказалось, что постулаты имеют самостоятельное значение, и их пришлось развернуть. В общем, не знаю, что вы будете делать. Давайте выясним, что вы будете делать в следующий раз. Да. Или, может, мы закроем уже эту лавочку и все. Как закроем? Ну, Система скорее недоразвита. Ну, так давайте как-то, да, двигаться тогда. Собираете домашние задания? Ну, давайте уже вместе решим. Ты же отличница. Какая у нас еще схема недоразобрана? А у кого она была? Нет, Ну, в принципе, как бы собирались, Если по-моему. вы кому-то ее задавали. не задавали, но как бы она как осталась. Так а что из того, что задавали, еще разобрали? Из того, что задавались, все разобрали. Нашли рамочно-ядерным конструкциям, которые надо было тренировать. Но вот все никак не можем найти способ. Ну, коли треба встановлювати рамки, то я встановлююся. Тобто тут так само отрывать. Тобто одна справа его просто указывание робить рамочно, а еще справа то еще восстанавливать их. Тобто это герменевтичность и еще ну да, это может быть понятно. Я не очень понимаю, что ты спрашиваешь. Потому что тренироваться тут можно и с того боку, и с сего, да. Выбирай не будет, в общем. Ну да. Еще раз. Так, что мы знаем про рамочно-ядерные конструкции? Я не знаю, как вам отрабатывать, да? Но я знаю, на чем отрабатывать. На чем? Еще раз. Рисуем сходную схему. Есть место для подлежащего. У этого места есть имя. Такое. Но место пустое. И имя может быть любым. Отдельно от этого пустого места подлежащего, да, у нас хранятся сказуемые. Что такое сказуемое? Это бесконечный набор высказываний, которые можно поместить в это место. Сказать что-то про это подлежащее. Понятно, да? Но нас не интересует любое сказанное про подлежащее. Этот стул свят. А эта сова или эта скульптура греховна. Ну и всякую херню можно про что-нибудь сказать. Зачем? Содержание или высказывание мы оцениваем тогда, когда оно, имя, вместе со сказуемым, да? Про него что-то сказано, про него наговорено. И вот нам надо разделить обязательно подлежащее и сказуемое в уме. А что, поскольку мы имеем дело всякий раз с обозначенным, оговоренным, сказанным, подлежащим вместе со сказуемым, надо разобраться, правду говорится или нет, уместно, своевременно ли то, что сказано, истинно ли, правильно, целесообразно ли там и так далее.
То есть хорошо это сказано или плохо. И вот это все определяется через взятие этого в рамки. Потому что не всякую херню, про какую-то херню можно сказать. Ну а как иначе? Вы читали у Роберта Шекли рассказ «Сущность»? У него еще есть один рассказ, он называется «Магазин волшебных вещей». Про магазин волшебных вещей, наверное, надо раньше прочитать, чем про сущность, тогда будет понятно. В магазине волшебных вещей продаются всякие вещи, которые делают хрен знает что. Спойлер, это спойлер называется. Что сейчас делается? Как? Спойлер? Это какие-то бесконечные хрень, без всяких хреновых Всем рамок. читать. Домашнее Всем задание. читать Шекли. Прочитать Шекли сначала в рамках А потом магазина Сначала вещей. магазин, А потом потом сущность. сущность. То есть она мне что? Она мне запретила рассказывать? Да. Так я понимаю. Но она просто говорит, Не что должен ли я ее послушать? непонятно, что рамки вообще как бы. этот самый. Послушайте, вот Шекли вы можете не читать. Мне надо, чтобы вы понимали одну простую вещь. Что чем меньше содержания, тем формальнее и как-то больше подлежащее в плане поднятия по этой самой по дереву профиля. Ну да. Тут с этим поспорить. Ну да. Но пропустить сказуемо, а нам нужно содержательное высказывание. Пропустить содержание в это можно только через определенную рамку. Эти рамки нам нужны для того, чтобы быть уверенным в том, что сказуемое, приписанное, сказанное каком-то подлежащем, вообще можно принимать в расчет. Если вы рамок не имеете, вы никогда ни с одним высказыванием, ни с одним суждением разобраться не сможете. Блин, по великому рахунку, ну, вот на читаниях, ну, по-нормальному, там, рефлексируем или не рефлексируем, то все повинуются, что такое схема интеллекта. Все, да. Вот я могу сказать, сегодня солнце взошло, да, и закатилось Смех. достаточно планомерно, целесообразно. Если вы станете мне возражать, что солнце не всходит, не заходит, то есть Земля кружится вокруг Солнца, да, я вас пошлю в задницу. Хотя вы будете утверждать очень правильные, согласно коперниканской модели, вещи. Какое дело мне до этого? Это неуместно и не своевременно, да, поправки такого рода. Я говорю правду. Солнце всходит и заходит. Для моей жизни это абсолютно корректная штука. В каких рамках? В рамках как бы того, когда мне гулять с собакой, когда мне идти на работу или когда заканчивать семинар. Солнце зашло, блин, а мы с вами все тринти. Правильно? Да. Это правда. Несмотря на то, что мы знаем, что Земля вокруг Солнца крутится, а не Солнце всходит и заходит. И любое высказывание в рамках уместно, осмысленно, правильно и абсолютно истинно. А вне рамок любое высказывание говно, неправильно, неистинно, вредно и так далее. Вот и все, что нам надо знать и уметь в работе с рамочной ядерными конструкциями.